Друзья, всем здравствуйте, меня зовут Николай. Мы уже снимали видео, в котором разбирали инструмент из фикс-прайса. Нашим коллегам это видео понравилось, и они мне притащили тут еще два набора. Говорят, на, посмотри, что и как. Пишут, что бренд польский, инструмент должен быть хороший. Но магазин, я так понимаю, тоже, в котором можно купить все, везде, и сразу, и для всего. Я, конечно, сопротивлялся, но они настаивали, и мы снимаем для вас этот ролик. Вот у нас тут два таких замечательных инструмента. Первый — это набор отверток. Второй, кстати, выглядит довольно-таки даже симпатично. А что мне в нем... Так, сначала описание. 5 штук ключи, 5 штук набор ключей шестигранных, Г-образных. Хорошо. 2, 3, 4, 5, 6 плоскогубцы комбинированные. Надеемся, не как в прошлый раз. Отвертка индикаторная, 2 штуки отвертки минус-плюс, PH, извините, пожалуйста, SL. Нож, рулетка, хомуты, пластика. Кстати, наборы, в которых есть хомуты, я не встречал. Мне понравилось. Довольно-таки прикольно придумано. Давайте посмотрим, что здесь есть. Скажу сразу. В упакованном виде, что мне лично понравилось, ну это мой собственный опыт, в этом наборе, да, это вот эти вот две отверточки. Очень давно у меня были отвертки, которые выглядели именно так. Они прослужили у меня очень много времени. Если их найти, что, наверное, уже невозможно, то они, скорее всего, до сих пор живые. Поэтому я посчитал, что может это оно и есть. Но когда берешь их в руки, понимаешь, что это просто они покрашены под того производителя, у которого у меня был инструмент. Ну давайте, наверное, начнем с самого интересного. Индикаторная отвертка. У нас есть наш чудо-оператор, который стоит возле розетки. Мы его попросим протестировать. Установите ее, пожалуйста, в розетку. Не надо контачить ее просто за это. Не бахнет, значит все хорошо. Камеру я бы выключил из розетки. Камера не включит. Ну и хорошо. А теперь зажми черную штучку. Горит. Она через эту. Круто. Что здесь обычно пластик. Круто. Ой, что здесь обычно железо. А вот тут пластик, но он проводит ток. Скажу так, что выглядит не как у всех массово, да, и плюс ко всему работает даже в очень известных магазинах стройматериалов. Я очень часто сталкивался с дешевыми индикаторами, которые вообще в принципе не работают. Меня один раз ударило током через железный колпачок. Вот, а его ударило током. Ну вот эта штука. А набор вообще дорогой? Недорогой. Кстати, в защиту всех, кто делает такие штуки, товарищи, друзья, это не отвертка, это индикатор. И ей крутить и давать нагрузки не надо, потому что все равно пластик этот хрупкий, и вы ее просто сломаете, и потом будете говорить, что она плохая. Нет, вот это работает отверточка. Ну, из простейшего ножичек. Ну, ножик обычный, канцелярский, стандартный, как у всех, самый доступный вариант, без металлических направляющих, да, вот как, к примеру, вариант. Что-то твердое, там, древесину подстрогать, ну, не стоит это делать, да. Нож для бумаги. Нож для бумаги, чисто канцелярский. Прикольно, я только сейчас заметил. Нож это 18 миллиметров, если мне не изменяет память, а на коробке написано. Да, 18 миллиметров лезвие. Вот стандартные сегменты, то есть знаем, да, лезвие надламываем, если кончик затупился, и режем. Я первый раз, ну лично я первый раз вижу, если вы это видели, пишите комментарии. Сегменты, очень мелкие сегменты, что такого в принципе не свойственно и очень для меня это редко. Вот можем показать поближе. Есть. Круто. Не знаю, функционально это хорошо или плохо. Ну, попробуем, как оно обламывается. Режет. Молодец. Кстати, сразу протестим наши.
Не, ну ломается нормально. Не ровно, не по сегменту, все как положено. Да. То есть полосочки эти чисто номинальные. Поэтому если у вас затупился край, ломаем с помощью пассатижа. А вообще, при покупке ножей очень многие не устанавливают в нож изначально хорошее лезвие, потому что лезвие сменное и позиционирует себя, как мы продаем вам нож. А лезвие вам в подарок, оно все равно сменное. Хороший нож можно... Ты его положил в инструментальный ящик, он же хороший. Да. Кому-нибудь, если понадобится, могут взять. Хомуты. Ну а что хомуты? Хомуты, они в Африке хомуты. Работает хоть? Хомуты работают, хомуты хорошие. Хомуты я не выкину, хомуты я заберу себе. Тебе надо хомуты? Забрал. Угу. Что еще? Ну, наши любимые пассатижи. Плоскогубцы. Плоскогубцы, пассатижи. Плоскогубцы комбинированные. Сразу по горькому опыту проверяем. Режущая кромка есть. Кусачки. Круто. Есть еще такая вещь, которая нужна для того, чтобы перекусывать. Но не уводите фокус. Но перекусывать нечем. Не доделали немножко, но уже в правильном направлении двигаются. Но они пытались. Они пытались это сделать, да, кромку они не сделали, но выемку уже проточили. Ну, там даже есть какой-то типа есть. Двухмиллиметровую А проволоку. ты наведи, не двух, может, ну нитку какую-нибудь там, наушников. Ну так, чуть-чуть не доделали. Да, ну в принципе ничего. Ломать. Единственное, что в них вот сразу не понравилось, да, новый набор, все, но они что-то какие-то грязные, какие-то в масле, в черном, смазке. Ладно бы инструмент, но ручку-то зачем испачкали? Чтобы сломать. Ну давай-ка в прошлый раз это сразу ручки проверим. Ручки проверим. Ну, опять же, да, Во, тут твой любимый тест. Да, я вот про него... Эти снимаются моментально снимаются, тоненькие такие. А что там? Ну, зато смотри, как красиво. Такая штука. А ты про что? А, это клей. Это клей, да, они его приклеили, но он не приклеился. А я думаю, что за сопли Не-не-не. в ручки. Не-не, это просто клей. Но он не клеит, но он клей. Не, ну зато они тут, там надо было их провернуть, а здесь они сразу слетают, да, такие прям. То есть ручки можно потерять, это уже по традиции. Все хорошо. Что у них? Ну они болтаются, у них люфт в ручках, кстати. Не, кстати, люфтика нет. Ну так. Да, они почти даже нормальные. Не, ну реально такие, ничего. Не, ну они хотя бы на пассатижи похожи. Они хотя бы, да. Не, ну не будем, да, мы им сворачивать ручки, ну, мы их свернем реально, потому что они тут сильно тонкие. А по сравнению с теми, да, несмотря на то, что рукоятка тонкая, она так сильно не пружинит, как на видео, которое мы снимали на инструмент, купленный в фикс-прайсе. А там они прям пружинили, прям чувствовалось, что они вот-вот что-то с ними должно произойти. По видео и видно, что они немножко у нас сломались в ручках. Поэтому как бы эти мы ломать не будем, но они получше. Да получше. нормально, для дома-то нормально. Для дома нормальные. Ну грязный, да. Грязные. Ну испачканные. Ну короче, грязные они. Это где-то было, я не помню где, но была такая прикольная штука. Набор ключей шестигранных. Шестигранников нету, проверить не могу сейчас, к сожалению, не подготовился совсем. Размеры. Ни штангеля, ни гаек, болтов. Ну, в смысле, с шляпкой шестигранной. Так их подкрутить, попробовать небольшим усилием грани, слижет грани или нет. Пробуем. Усилие минимальное. Грани держат на большом шестиграннике, на шестерочке грани держат. Кстати, опять же, в защиту шестигранников
открываем ГОСТы, смотрим момент срыва, ну, момент, который должен шестигранник откручивать, с каким моментом. Там цифры настолько малы, что даже там какие-то самые дешевые шестигранники, которые вы можете найти, я вам по требованиям ГОСТа, они прям реально 70% самых там копеечных, дешевых, непонятных пластилиновых шестигранников пройдут по требованию. Поэтому люди, которые ждут от них каких-то космических нагрузок, чтобы они выдерживали, зря. Шестигранники вообще сами по себе уже немножко устаревают, и очень многие уже переходят на торкс. Торкс реально выдерживает нормальные нагрузки, закисшие все откручивает, все хорошо. О! Сейчас посмотрим. Этот мы провернули, этот мы подсожрали. Но, кстати, сожрали мы вот так. Сколько я сталкивался, вот такие прогрызания граней, они могут говорить о том, что инструмент в принципе достойный, потому что обычно шестигранный профиль его просто скругляет, когда ты его проворачиваешь, а здесь просто грань подсъела, и он опять застопорился. То есть могу предположить, опять же повторюсь, протестить сейчас на данный момент не на чем, что шестигранники будут довольно-таки достойны. Плюс, ребята молодцы. Рулетка. Ну, рулетка знакомая всем, да, как в качестве рулетки я мало видел, чтобы ее кто-то позиционировал, а в качестве рулетки брелка, да, сюда колечко вешаем и ходим, как, короче, детям на портфель. Ну, в качестве брелка, да, метр. Добрые люди дали мне рулетку, чтобы я сравнил, насколько точны здесь измерения. У нас есть вторая камера. Так, десяточки сразу меряем, десяточки. Ой, ты какая, ты ж моя лапочка. А там совпадает, да? Да, на миллиметр с 10 сантиметров улетела. На полмиллиметра. Не, смотри, почти эталон. Для карманной-то рулетки. Для карманной рулетки погрешность. А давай с нуля. Что у нас там? Это бегающая? Да. Давай с нуля на зажатую. 10 сантиметров не врет, на 20 уже врет. Что ты у нас с метром будешь? Какие показания? Ладно, поверьте мне, я говорю правду, если вам будет не видно. Верьте мне. Хотя бы растянуть бы еще. Прикольно, а прикинь, на метре дошла. На 20 ушла, на метре дошла. Если вам надо отмерить метр, то она вам покажет его. Короче, ничего 16-сантиметрового не измерить. 16-сантиметровое не измеряйте. Что-то я... Все кончился там в лоре. Нет. У нас есть две отвертки. SL-ка плоская. Маленькая, не совсем удобная, ручка была бы побольше, было бы удобнее, потому что профиль, в принципе, уже более или серьезный, более или менее уже ходовой. Могла бы быть немножечко и поудобнее, побольше, но таких очень много, поэтому не критично. Сразу, на что я не обратил внимания, это PH-ка. Плюсовая отвертка. Укомплектован набор отверткой PH1. Пожалуйста, не делайте комплектов наборов, в которых есть всего лишь одна отвертка, и чтобы был размер PH1. Но их мало. Это я не вам, зрители канала. Это я тем, кто эти наборы пытается комплектовать и продавать. Положите вы PH2. Вы от него пользуетесь в разы больше. Если я тебе скажу, что... Ладно, я не буду говорить. Не факт, да, что это вообще PH1. Не факт вообще, что это PH. Ну, да. Ну, типа розетки покрутить там. Не, ну, я не спорю. Я ж...
Ну, в смысле не спорю? Да спорю. PH2 нормальный размер, ходовой. Хотя, знаете, вот эта отвертка без проблем PH1 заявленный залазит в PH2. Я не взял сегодня с собой свою штуку, которой я промеряю отвертки, потому что я полностью не готовился к этому ролику сегодняшнему, и у меня даже текста нет, и вообще ничего у меня нет. Вообще... Короче, это, скорее всего, похоже на PH2. Просто написать забыли правильно. Крутит нормально, но это DSP. Причем это торец DSP, ничего с ним сверху. DSP колет. А на самом деле там ничего нет, я просто стою рукой так на этого, накручиваю. И все, а потом говорю, все было плохо, я ее выкинул, верьте. Нет, надо все показать, доказать коллегам, что я что-то делал. Это... Похоже. Прикинь, реально похоже, она живая. Но она реально живая. Дай хоть плоскую уничтожу. Там никто не писал мне комментарии, что ты, придурок, отвертки в тиски зажимаешь. Слава богу. Это вообще отвертка, чтобы форточку открывать. Форточник. Не, ну знаешь, это типа раньше было. Всегда отвертка такая в краске, жирная такая советская отвертка, чтобы подковырнуть форточку и открыть ее. Ты помнишь ее размеры? Ей можно было колесо бортировать вместо монтажки. Вот это было, да. А такой какой там? Я ее пытаюсь убить. У тебя там сзади висит набор ключей слева. И номинацию «Кто сегодня самый умный?» получаю не я. Не факт, что они подойдут. А вот тут могу я блеснуть своими знаниями. Там висит разводной ключ, который подойдет. Это да. Ну, если эти не подойдут. А вот эти не подходят. Вот, Сюда одевается вот. накидной 17-й ключ. Никогда так не делайте. Почему? Чего? Это ты сейчас меня просто спровоцировал на какой-то, да, такой эту вещь, чтобы меня там захейтили. И так там, наверное, люди... Не, ну, мы, в принципе, отвертку зажали в тиски, так что... Давай. Мы ее провернем. Ну, Мы провернем... ну, нормально. Нормально. Ну, то есть мы ее, в принципе, ушатали. Целью разъединить пластик и металл у меня не было. Нагрузки такой тоже вы не будете, я уверен, больше, чем создавать. Но хочу опять показать шлицы. Она жива. Ну, то есть... Тут что-то как-то даже и следов нету. Слушайте, мне вообще, в принципе, стыдно было. Я, наверное, даже сделаю вот так. Я заберу из инструментального ящика нож. Лезвие резало, но оно не ломается. У меня, может, такой страх, да, я боюсь их отламывать, поэтому я всегда это делаю пассатижами, отводя глаза в сторону. Стрельнет куда-нибудь. Поэтому лезвие нет, потому что не обламывается по линиям, по которым должно. Плюс оно меня смущает за счет того, что я ни разу не видел, чтобы были настолько мелкие сегментики, как на на маленьких лезвиях. Поэтому промазал. Поэтому нож обычный для бумаги, как у всех, как везде. Ничего в нем сверхъестественного нет. Ну и требовать от него, соответственно, ничего не надо. По большому счету, Нормальный набор. нормальный набор. Если бы там еще сказали, сколько он стоит.
Если бы нам еще не сказали, а вспомнили, сколько он стоит, было бы прям... Два набора за 408. Ну, короче, дешевле 480 рублей стоит этот набор. 50 По- около 300. Ну, около 300 рублей стоит этот набор. Ну, он стоит. Да, он стоит. Отвертки, да. Индикатор рабочий, да. Ну, а все остальное... Ну, пассатижи, да, я бы такие не взял. Ну, и пользоваться бы ими, может быть, и не стал, потому что они... Ну, мне такие не нравятся. Они неудобные в руке, они тонкие губки. Но они кусают зато. В фикс-прайсе они даже не кусают. В фикс-прайсе даже нечем кусать. Так, давай этот набор за 50 рублей. Вот набор. Секундочку. Фирма Беларусь. Вот Польша. Прикинь. А я тут стою, не тем ребятам говорю, что они молодцы. Ну, вообще набор непрофессиональный, но он молодец, он справился. Ничего там, понятно, в промышленных масштабах мы не тестировали, но простейшие бытовые нагрузки мы им дали, и они достойно себя показали. О, красавчики. Какие же вы. Крутой подвес. Для отверток можно повесить на стену. Устанете вы искать саморезы, правда, которые можно сюда применить, чтобы его повесить, и чтобы он еще и висел. Ну ладно, пусть это будет на их совести. Так, отвертки. PH0, PH1, PH2. PH0. PH0. Так, что мы заметили? Во-первых, повторимся, рукоятка и жало, сам стержень полностью кривые. Отвертка сама тоже кривая. Чтобы было более наглядно видно, я даже ее подкорректирую. SL. Все три жала, SL 3.5, 4.5 и пятерочка, все одинаковые. То есть тут нету никаких 3.5, 5.5 размеров. Ширина у всех одинаковая. Зачем они такую гадость делают, непонятно. Отверточки PH крестовые тоже сидят кривовато. Но тут хотя бы по отношению к рукояткам. Но тут хотя бы сами ну вот это вот тоже немножко загнулось. Пойдет. PH0, PH1, PH2. Вот это PH0 заявленная. Она поменьше. PH1, PH2 абсолютно одинаковые. Вернемся к прошлому набору, да, который мы сказали, что он нормальный. Там тоже заявлен размер PH1, но он чуть-чуть больше, чем вот эти две. То есть я склоняюсь к тому, что заявленный PH1 там по факту является PH2. Плюс у нас есть вот ГВЛ-ный саморез, который в априори должен быть PH2 или PZ там. Это PH, и отвертка в нем сидит очень хорошо, очень плотно, поэтому ребята неправильно обозвали интересующий нас профиль данной отвертки. Вернемся к нашим польским товарищам. Я не хочу их тестировать. Они мне не нравятся. Но они мне реально не нравятся. Они некрасивые, неудобные, кривые, и еще они обманули нас с размером. Давай снимем. Закручивается оно хоть. Выбираю отвертку не по размеру, а чтобы была хотя бы прямая. Ну и ручка побольше, чтобы не так сильно умер. Че доску портишь? Посередине один саморез вкручиваешь. Возьми биту, шуруповерт и не мозги, не пудри никому. Правильно? Ну давай, скажи, что у тебя там ключи. Ну, тут не 17, 17.
О, давай башню оторвем отвертки. О, наконец-то! Как я тебя долго ждал. Мы сожрали это железо саморезом. Следующий. Буквально чуть-чуть, и все, утилизация. Такая же, да? Да. Ну, тебя мы просто загнем. А можно было сделать шило. Но шило мы сделали в прошлый раз. Че, будем ломать минусовые? Че их ломать? Тебе надо? О, это поцарапалось, помялось чуть-чуть. А, и погнулось, и жало в жале. Я не хочу это тестировать. Короче, я не буду. Эту штуку заберу. Этот набор нам не понравился. Этот набор имеет место быть. В принципе, да, он не профессиональный, он конкретно прям бытовой, сложные задачи для него. Не для него вероятность, что он с ними справится, есть, но она невелика. Но какие-то мелкие задачи этот набор, в принципе, вам поможет осуществить. Мы его не рекламируем, мы просто говорим о том, что можно среди дешевого найти и нормальный инструмент, можно среди дорогого найти и не очень инструмент. Предлагаю нашим замечательным коллегам, которые таскают мне все эти инструменты замечательные, тащите нормальные дорогие наборы, там какие-то там на 20 наборов головки, я их протестирую. Слышите? Ну я же дома буду тестировать. А потом приду, расскажу свое мнение. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики жмите. До скорых встреч. Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Николай, представитель компании Вира. До свидания. Ломаем. А у меня нет рулетки. Я даже сверить длину-то не могу. Елки-палки, вот я бич.